Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Зачем вы с ним встретились? Есть ли какой-то тайный замысел, либо это была случайность? Сейчас мы все с вами просмотрим. Загадайте, пожалуйста, на себя, на мужчину. И давайте смотреть. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы. И послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересная картинка вышла. Сразу хочу сказать, что вы ему нужны. Вернее, вы ему нужны больше, чем он нужен вам. Хотя по состоянию на сегодняшний день вы также чувствуете, что вот прям мой человек, вот родная душа, роднулечка моя. А он вас воспринимает, ну, чуть ли не часть себя. Да? Вот вы часть его. Так он вас воспринимает. По крайней мере, на подсознании у него это все прорисовалось. Так, давайте я сразу посмотрю и на оракулах. Есть момент, который меня немножечко смущает. Ну и плюс у нас будет маленькая преддиагностика. Зачем вы встретились? Какой в этом смысл? Какой замысел, да, в том, что вы встретились? Его карта, ваша карта и то, что между вами. Так, его карта. Но вы ему даны как дар, как хранительница, как берегиня, как его будущее, как его женщина. Он именно такой, как вы искал. Смотрите, и красивая, и умная, и загадочная, и все у нее в руках спорится, горит. И вы знаете, у вас генотип очень хороший. Вот он смотрит на вас, думает: боже, какие дети будут у меня от этой женщины. Видите, на голове у этой дамочки, у нее тут дерево, тут и цветочки, и яблочки. Как там, от осинки не родятся апельсинки. Слушайте, он на вас чуть ли не молится. Вы невероятная, просто невероятная. Вы для него как шанс на новую жизнь, на счастливую жизнь. Видите, вы ему дверь открываете. Мало того, когда он рядом с вами, он в этом зеркальном отражении видит себя таким, какой он есть. Да? Все свои самые лучшие черты, все свои самые потаенные какие-то таланты, возможности, он с вами раскрывается. Смотрите, здесь и замок, и ключ, все вместе. Вы его раскрываете. Вот с вами однозначно он себя и чувствует лучше, и становится лучше. Просто уникальная. Вы для него уникальная. Девочки, я понимаю, что это общая отсыпка. Кто-то, возможно, пришел, вы загадали на мужчину, который только лишь вам понравился, да, и ничего между вами прям такого серьезного не было. А кто-то пришел, загадал, например, на человека, с кем вы много-много лет вместе, и не только хорошее, но и плохое было. Что бы между вами не было, сколько бы времени ни прошло, девчонки, вы для него самое-самое. Вот где бы он ни был, чем бы он ни занимался, и мыслями, и сердцем, и телом, он всегда будет возвращаться к вам. Лучше, чем вы, он никогда. Не то, чтобы не встречал вообще, и не мечтал, и не видел. Так идет. Вы украшаете его жизнь, вы делаете его жизнь. С вами будущее. И он это чувствует именно даже вот прям на подсознательном уровне. Так. Угу. А на вас выпала очень интересная карта. Вы должны либо родить от этого человека, либо с этим человеком вы также должны начать новую жизнь. Смотрите, да, ребенок. Ребенок в руках у ангела смерти. Очень сильный аркан, очень сильная карта. Этот человек однозначно пришел для того, чтобы перезапустить вашу жизнь. Либо с этим человеком вы должны пройти эту перезагрузку. Девочки, он учитель вам. Он вам учитель.
Вы для него поводырь, а он вам учитель. Я могу предположить, что мужчина действительно может вас доводить до разных крайностей, там, и любовь и ненависть, все это в одном флаконе. Он вас раскрывает ту тайную энергию, потаенную энергию, в которую вас заложила природа. Точно сыграет очень важную роль в вашей жизни, и это будет как до и после, понимаете, в лучшую сторону, потому что рождается новая жизнь, новая жизнь, новое счастье, новая радость, новая любовь. Ну а кому-то действительно в прямом смысле, да, мужчина должен сделать ребеночка. Именно от этого человека вы должны родить. Если вы смотрите на человека, с кем вы давным-давно в паре, в браке, и у вас уже возраст, например, не позволяет, либо вы не желаете в таком возрасте рисковать, девочки, здесь, скорее всего, даже может отыграться усыновление. Усыновление, да, и совместное воспитание. Да, интересно. Так, и что между вами? Время между вами, вечность между вами. Девчонки, судьбоносные эти отношения и для вас, и для него. Не просто так вы встретились, не просто так вы с ним встречаетесь, общаетесь, роман, да, любовь, какого-то брак. Вы должны с ним пройти и огонь, и воду, и медные трубы, и опуститься в самую глубокую пропасть, и подняться туда, где солнце, где звезды. Вот такая у вас с ним жизнь. У вас вот какая-то цикличность в отношениях просматривается. Циклы разные, разных цветов. Не всегда розовые, там, не знаю, белые облачка. Нет, бывают и темные циклы в вашей жизни. Вы друг друга поддерживаете, вы друг друга учите, вы друг другу именно даны. Даны для прохождения вашей кармы. Для мужчины вы дар, для мужчины вы проводник, а для мужчины вы сама жизнь, воплощение жизни, всего живого, прекрасного. А он ваш такой вот строгий, временами взбалмошный учитель. Вы в отношениях с ним однозначно себя прокачаете и действительно раскроетесь целиком и полностью. Кто-то из девчонок комплексует, у кого-то есть какие-то проблемки, там, нерешительная, закрытая, зажатая. Вот он все это уберет. Своим поведением, да, он все это уберет. Вы раскроетесь. Вы должны быть вместе, и вместе вы точно будете. По-другому здесь быть не может. Все арканы на это указывают. Вам отпущен долгий срок вместе. Долгий срок. Если вы смотрите на нового мужчину, то 100% вы будете вместе и проживете долгую жизнь вдвоем. Если вы уже в браке и поссорились, девочки, никуда друг от друга не денетесь. Вы опять в новом цикле сойдетесь и будете жить долгую счастливую жизнь вдвоем. Так. Вот такие прекрасные карты. Такая прекрасная пара. По ощущениям есть проблемы. Вот в сегодняшнем дне, либо в принципе есть проблемы между вами. Но, опять же, да, цикличность. Отношения у вас цикличные. И никуда вам друг от друга не деться. Так, в отсыпке. В отсыпке у меня показывают сопротивление с его стороны. Кто-то сопротивляется тому, чтобы вы были вместе. Здесь просто какое-то чудовище, какой-то кракен вышел. Кто своими вот этими щупальцами пытается этого мужчину всячески от вас отвадить. Сразу хочу сказать, по этим щупальцам точно получит, причем очень жестко получит. Не от вас, но от высших сил получит. То, что объединили высшие силы, никому, особенно простым людям, простым смертным, разъединить нельзя. Нельзя. Больно человек получит, жестко получит за то, что пытаются вас разделить. Если вы смотрите на мужчину, который сейчас в отношениях с другой женщиной, официальных отношениях, либо просто в отношениях, да, она делает попытки от вас избавиться, она делает попытки его к вам не пустить, но это все временный фактор. Не победит она высшие силы, да, не сможет преодолеть волю высших сил. Там какой-то печальный конец ждет эту женщину. Вот кем бы она ни была, жена, мама, там, какая-нибудь бывшая. Жаль, просто жаль, как человек с таким упрямством, упорством, ведь любви там нет, там чистый абьюз, да, она вот портит и себе жизнь, и вам, и ему. Ну, расплатится, что тут скажешь, 100% расплатится. Так, еще
Что вы должны точно для себя знать про ваши отношения? Кроме того, что они цикличны, кроме того, что и плюс, и минус тут в отношениях идет, вы должны знать, что вам на двоих будет дан какой-то невероятный шанс по финансам. Именно по финансам. Не знаю, заработать, выиграть в лотерею, открыть какой-то супер успешный бизнес. Вот прям деньги будут даны. Но даны только на двоих, не на одного. То есть по одному вы не добьетесь такого успеха, либо такого финансового благополучия. А когда на двоих, тут прекрасные возможности. Еще видите, тут такой лев, который стал на дыбы. Как эта геральдика просматривается, как герб, что ли, ваш. Здесь либо род у вас такой именитый будет, да, ваше потомство, прям как голубая кровь, либо вы действительно какой-то прям бизнес, дело организуете, такое, что будет передаваться через поколение. Может быть, даже у вас действительно какая-то своя символика будет, свой герб, да, какое-то родовое начинание. Так, еще из важного. У вас с этим мужчиной какой-то переезд должен быть. Вместе вы должны куда-то уехать, переехать. Вы меняете все. Вы меняете локацию, вы меняете круг знакомств, вы меняете, я не знаю, язык, вы меняете родственников, знакомых на совершенно незнакомых людей. Вот как сначала вы что-то начинаете жить на новом месте. Рано или поздно, ну понятно, что вы все разные, да, вот идет такой переезд на новое место, в новое окружение, в новую локацию. И этот переезд вас очень сильно сблизит. Вы с этим мужчиной станете как единое целое. Понятно, когда вы только друг у друга остались, да, вы цело начнете и доверять друг другу, и поддерживать друг друга. Мне единственное смущает вот эти эмоциональные качели в ваших отношениях, особенно с вашей стороны. Вы его то отталкиваете, типа фу, не нужен, ненавижу, то прям люблю, мой милый, мой родной. Чего у вас эти качели? Что с вами происходит, девочки? Что-то мне это не нравится. С этим нужно бороться. Вы уж определитесь, кто он вам. Вы знаете, у вас очень сильная женская энергия, и она очень сильно влияет на этого мужчину. Когда вы его любите, когда, грубо говоря, молитесь на него, у него в жизни все начинает получаться, и по здоровью у него все хорошо. А когда вы на него обижаетесь, когда вы ему там... Когда вы его от себя отсекаете, отрицаете, да, его в вашей жизни, то у него прям проблемы серьезные, очень серьезные, вплоть до каких-то прям несчастных случаев могут происходить. Если вы давно с ним вместе, просто повспоминайте, вот когда вы там прям особо его от себя отдаляли, да, либо как-то на него злились, какие-то, может быть, там вещи ему желали, ну, в злом порыве, то были большие неприятности. У вас какая-то магия в руках, девочки. Вот кто зашел на эту отсыпку. Когда вы любите, вы творите чудеса. А когда вы злитесь, вы можете разрушать. Да, есть такое. С вами вообще нужно быть поаккуратней, поосторожней. Такая дамочка с секретом. Смотрите, кто-то в вашем окружении хотел бы вам другой доли. Ну, например, там мама, либо подруга, либо сестра. Да, кто-то вот прям смотрит на вас и на этого мужчину и думает, ну нет, они друг другу не подходят. Да, нужен другой мужчина, более там состоятельный, состоявшийся, там, по характеру другой. Это все заблуждение. Вам нужен именно он, потому что именно с ним, пройдя огонь и воду, вы раскроете все свои таланты, все свои способности и найдете свое предназначение. Потому что по-другому и не будет. Здесь высшие силы проявили какую-то глубокую мудрость, вас вместе поставили. Причем, я вам так скажу, у многих из вас отыграется, что вы не первую жизнь проживаете вместе. Не первую. Это не первые ваши отношения. Не первые. Почему вы так быстро сблизились, либо так быстро влюбились друг в друга? Потому что ваши души друг друга вспомнили. Вы уже были в каком-то воплощении вместе. Может быть, даже и не одном. То
есть вы постоянно какие-то вместе уроки проходите. Вы энергия, вы жизнь, вы сила, а он задача со звездочкой, которую вам приходится постоянно решать. Девочки, впереди долгая жизнь с ним. Отношения в долгую. Нет, это не короткие отношения. Да, у вас есть возможность разойтись, но поверьте, вас все равно сведут. Через определенный период времени вас все равно сведут. Вы должны быть вместе, вы должны закончить эту карму. На это воплощение вам дана определенная кармическая задача. И только вдвоем вы можете ее закрыть. И вы ее точно закроете. Мужчина любит, вы любите. Вы у друг друга просто вот под кожей, понимаете, в венах вы друг у друга. Никуда вы друг от друга не денетесь. Сильнейшее притяжение, и вы еще с друг другом вот просто связаны такой прочной нитью, которую никому не разорвать. Никому. Да, вы можете отдаляться друг от друга, потому что нить, она длинная. Но когда вы доходите до предела своих возможностей, либо возможностей этой нити, вы обратно друг к другу возвращаетесь. Нет, ни человеку, ни дьяволу вас не разлучить. Высшие силы соединили по своей великой мудрости. Ну, вы ведь сошли сюда, вы ведь это чувствовали, правильно? Вот кто чувствовал, напишите в комментариях. Я вижу, что вы чувствовали. Я вижу перед собой очень мудрую, талантливую женщину, которая талантлива не только в своей какой-то сфере, но еще и имеет очень серьезный потенциал именно в эзотерике, в магии. Кто-то по роду получил себе эти знания, кто-то, в принципе, да, наработал за прошлое воплощение. И я это вижу. И вижу, что вы чувствуете, кто этот мужчина вам, и зачем, и для чего вы встретились. Вы пришли за подтверждением, я вам подтверждаю, да, это судьба, да, высшие соединили. И все, что вы про него и про себя чувствуете, это все правда. Да, все правда. Девочки, плохое уже было, да, а хорошее оно впереди, поверьте. Хорошее оно у вас впереди, вместе именно с этим мужчиной. Деньги, большие деньги, материальное благополучие, большая счастливая семья. Это то, что вы получите после прохождения этой кармы. Так что терпение и труд, как говорится, все перетрут. Не бросайте его, не бросайте, не отрицайте, не отталкивайте от себя. Приблизьте, будьте вместе, будьте на одной волне. Так вы закроете свою эту карму тяжелую и добьетесь всего того, что вам обещано. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.